3 миллиона вопросов, почти 4 часа прямого эфира. Такое событие не смогли пропустить мировые СМИ. Все ждали большого зрелища. Даже респектабельный Newsweek не удержался. Секс, наркотики и клоны Путина. Чего ожидать от путинской горячей линии, назвали свою статью. Кремлевское шоу западные медиа не разочаровало. Владимир Владимирович. Своеобразный ритуал. Цель – показать сильного лидера и его связь с народом. Путин знает, что когда начинается прямая линия, это значит только одно – время для ежегодного шоу. Необходимость таких сеансов общения президента с народом репортеры объясняют просто. Уже в сентябре должны состояться выборы, и Кремль надеется, что это повысит уровень поддержки партии власти. А вот и сам эфир. Другие медиа выделяли из марафона главное, например, экономический блок. Владимир Путин ловко отвечал на тщательно отобранные вопросы. Они касались социальной и хозяйственной сфер. Президент отвечал, как жить, когда все дорожает, а пенсии падают. Он не отрицал очевидного, но снова обещал, что в следующем году все наладится. Отдельная тема – внешняя политика. Владимир Путин использовал ежегодную прямую линию, чтобы заявить, российское вмешательство в сирийский конфликт позволило местной власти укрепить позиции. В который раз российский лидер обвинил Вашингтон в имперских амбициях. Вполне предсказуемый выпад в сторону заокеанских хулиганов. Путин похвалил президента Обаму за признание ошибок в Ливии и немедленно бросил риторическую гранату, обвинив США в имперских амбициях. А потом раскритиковал президента США за повторение ливийских ошибок в еще одной стране, разоренной войной. Кроме экономики и внешней политики, западные СМИ отметили уклончивые ответы российского лидера по поводу допингового скандала и скандала панамского. Путин заявил у немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, опубликовавшей данные об офшорах, американский хозяин. Сказал, что утечка данных была организована США. Куда же без шуток? Ежегодное шоу из Кремля без них не обходится. Был слегка неуклюжий вопрос о Порошенко и Эрдогане. У обоих по разным причинам не лучшие отношения с Кремлем. Кого бы президент спас, если бы они тонули? Он пытался пошутить, но его антипатию к президентам соседних стран скрыть было трудно. Репортеров многих изданий заинтриговали намеки Путина насчет первой леди. От панамских бумаг до овсянки – 7 вещей, которые мы узнали из прямой линии с Путиным, пишет International Business Times. Общий вывод одними из первых сформулировали на ABC. Путин пытается очаровывать народ. И несмотря на невыполненные обещания, ему это пока удается. Прямой эфир – это его сцена, а учитывая кремлевское доминирование над медиа, шансов на ошибку почти нет. Но все-таки ошибки случаются. На следующий день после прямой линии пресс-секретарю Путина пришлось извиняться. Мол, ввели в заблуждение президента. На самом деле Süddeutsche Zeitung никак не связана с американским капиталом. То есть материалы об офшорах друзей Путина, получается, из Вашингтона не заказывали.